Значит, по итогам выборов президента Татарстана, согласно закону, все правительство выходит в отставку во главе с главой Кабмина Песошиным. И, в общем-то, эксперты ожидали, что в отставку идут несколько министров, в том числе министра образования и науки Рафиз Бурганов. Так и получилось, в отставку он ушел чуть раньше того срока, который предписан закону, за день. И на место его был назначен господин Хадиуллин, который работал его заместителем в Министерстве образования и науки. Лично я считал, что министром будет назначен человек политически более сильный. Я думал, что, возможно, этим человеком будет Гильмуддинов, который сейчас является депутатом Госдумы и был таковым в предыдущих созывах, 3 созывах, возглавляет Федеральную национальную культурную автономию татар. И все указывало на то, что он будет, и молва ходила, и тот факт, что его убрали с председателя комитета Госдумы и понизили до статуса руководителя комитета, все указывало на то, что он, скорее всего, возвратится в родные пенаты, и здесь ему дадут должность не просто министерскую, но и вице-премьерскую. Но, как выяснилось, в последний момент с статуса министра образования и науки убрали приставку вице-премьер, а эту приставку отдали министру экономики. И таким образом стало понятно, что человек, который раньше находился в ранге заместителя премьер-министра и руководитель отраслевого министерства образования и науки, сейчас становится рядовым министром. О чем это говорит? Скорее всего, это сигнал к тому, что вопрос с татарским языком снимается с политической повестки. Министр не имеет и не будет иметь тех полномочий, которые были при Бурганове, которые были при предыдущем министре, который сейчас является главой Актанышского района Республики Татарстан. И тем самым он уходит в область такого технологического обустройства системы образования. Встает вопрос, чем не угодил Рафиз Бурганов и почему его ушли или он сам ушел. Я думаю, что это было его личное желание, потому что Рафиз Бурганов в правительстве Татарстана, вообще в элитарной среде, считался человеком, которого можно бросить на любое направление. Он трудился и в ранге заммэра Казани, он был министром спорта, молодежи, и потом кинули его, значит, в систему образования, хотя это абсолютно разные областя, отрасля, но, видимо, человек он очень компетентный, деятельный. В общем-то, я с ним знаком не так плотно, но достаточно, чтобы судить. Человек он действительно деятельный, но в тот момент, в 2017 году, когда случился так называемый языковой кризис, понадобился человек, который должен был потушить страсти, огонь, который должен был своим авторитетом, своим деятельным участием как-то устаканить общую ситуацию и ввести ее в какое-то русло. И, скажем, прямо деполитизировать ее, вывести из формы политического такого возбуждения в формат простого такого течения деятельности Министерства образования. И все ожидали, что по его уходу будет человек, который, по крайней мере, по политическому весу не будет ему уступать. Потому что новые вызовы перед образованием, татарстанским и татарским прежде всего, потому что здесь очевидно, говоря о системе татарстанского образования, мы имеем в виду, конечно, татарский язык, который еще до конца не нашел свое место в этих новых реалиях,
которые обозначились в конце 2017 года после известного выступления Владимира Путина. Но оказалось, что этот вопрос решили задвинуть куда подальше. Я думаю, что Хадиуллин, который долгие годы трудится в системе образования, до этого он был руководителем управления образования города Казани, а до этого трудился во Всемирном конгрессе татар, первым заместителем председателя. То есть человек достаточно опытный, осторожный, не лишенный таких элементов маневра. И казалось бы, на фоне Гильмудинова и остальных, он фигура слабее. Но, как это часто бывает в России, слабость, такая видимая, является сильной стороной, как это было, например, у какого-нибудь Сталина или у Ментимира Шаймиева в период 80-х, 90-х годов на стыке этих моментов. Короче говоря, что можно сказать об эпохе Рафиса Бурганова? Свою задачу, поставленную ему, он выполнил, это очевидно. Он, по крайней мере, создал площадку для открытия полилингвальных школ, которые должны компенсировать татарам утрату татарского языка в системе образования, в системе школьного обучения. И новая реальность, реальность онлайн-обучения, она также диктует новому министру, в общем-то, новые ориентиры для деятельности. Поэтому Хадиуллин человек не новый, в принципе, воробей стрелянный, поэтому решили, как в Татарстане часто бывает, коней на переправе не менять, поставить человека надежного, будем смотреть, будем наблюдать, чем кончится.